Всем привет-привет! Давайте загадаем так. Что у вас будет меняться в течение недели, двух, трех? Что успокоит? В течение недели издалека приходят хорошие новости. Новости, деньги. Издалека появляются новые возможности. Ключевое. Новые возможности. Информация о детях. Издалека. В течение недели. Хорошие новости. 2 недели. Сердечко радуется и наполняется от возможности встречи. Возможность встречи. Чего-то, что имеет 2 стороны, да? Радость от какой-то встречи. 2 недели, 3 недели. 3 недели. Злитесь, хлопочете, казенные дела в казенном доме, волнение, переживания. О ком? О детях. Возможно, болеют дети. Злитесь, негодуете на ту ситуацию, которая есть, да? Тут больше связано, что будете злиться. Даже не переживать, а злиться, что так все произошло. Болезнь детей, болезненная ситуация, казенные хлопоты. Прошу вас, пожалуйста, не злимся. Смотрите, вы держались ровно, ровно, ровно. Ровно тут начинаете опять злиться, а можете скатиться в болезнь. Если вопрос о детях, от вашей злости, от вашего негодования, от вашего неверия, детям только хуже. Напоминаю, чем мы можем помочь детям? Мы можем помочь не вмешательством в их судьбу. Мы за них молимся. Мы верим в то, что у них все хорошо. Мы верим, что у них все хорошо. И какая-то болезненная ситуация разрешается надеждой. Надеждой. Дополнительно. Надеждой на что? На радость. При вас достало. Надеждой на что? Это еще говорит о том, что если сигнификатор это женщина, от вас очень много зависит. От вас очень много зависит, от вашей веры очень много зависит. Если это мужчина смотрит, то ваша надежда, на ваши надежды исполнится чем? Радостью. 10 черная. Радость. Радость в вашей жизненной ситуации. Всем добра. Да будет так.